И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Так начинается конференция с подачи артистов ухтинского сувенира. Какой бой продолжат потомки революционеров сегодня? Это борьба с невежеством. В пленарном заседании с докладами выступают преподаватели университета и научные сотрудники. О том, что выступаю на пленарке, я узнал буквально 2 минуты назад. Я выступлю с этим докладом. Конечно, это будут мои размышления о месте и роли революции 1917 года в истории России в мировом контексте. Ну а будут ли какие-то фишечки, как вы сказали, покажет время сейчас. Я не знаю, все будет экспромтом. Андрей Кустышев всю осень вел работу со студентами по подготовке к конференции. Но даже его опытного преподавателя некоторые доклады смогли удивить. В первую очередь те, которые носят исследовательский характер. Учитывая, что все изыскания основываются на анализе источников, они значимы для формирования научного мышления. Главный инициатор конференции Людмила Цивилева также испытывает приятные эмоции. Один из поводов – возраст докладчиков, среди которых ученики 9-11 классов. Прежде всего поражает то, что у нашей молодежи все-таки достаточно большой интерес, несмотря на то, что мы отмечаем столетие Великой Октябрьской революции, да, большой интерес вот к тем событиям, к тем людям, которые принимали участие в этих событиях. И что мне особенно пришлось по душе, это то, что интересует события, которые проходили на территории нашей Коми-республики и участников этих событий именно нашего Коми-края. Цель конференции – обсуждение и публикация результатов исследований, установление контактов, обмен научными результатами и опытом. Но организаторы мероприятия уверены, доклады найдут практическое применение. Многие из них можно будет использовать на уроках, классных часах и даже на мероприятиях по патриотическому воспитанию. Мы посмотрим на то, какие будут доклады. Судя по темам, доклады достаточно интересные. Посмотрим на их качество. Если доклады действительно будут очень качественными, то, конечно, мы сборник выпустим, но это будет уже в следующем году. Электронный сборник в любом случае будет подготовлен, он будет размещен на электронных ресурсах, поэтому можно будет почитать доклады. Издавать сборник или нет? Это решит программный комитет. Он состоит преимущественно из преподавателей университета. Если они дадут добро, то издание удастся полистать уже в первой половине 2018 года. Мария Кацова, Иван Смирнов, телеканал Юрган, Ухта.